даже на грани смерти человек думает, что нет, завтра я брошу, завтра я исправлюсь. В актовом зале ученики старших классов с большим вниманием воспринимают информацию о вреде, который наносит здоровью человека психоактивные вещества. Ислам Ташхоев, руководитель программы Центра восстановления личности «Иман», отмечает, что в решении данной проблемы должны быть задействованы все, особенно семья. И мы должны положить все усилия, особенно домашние. Особенно домашние, отец и мать должны разговаривать с ребенком, должны понимать его чувства, что он чувствует, что ему не хватает или что ему не нравится. И вот внутренняя пустота ребенка, чтобы наполнить это. Больше общаться с ним на откровенные разговоры, чтобы уберечь его от психоактивных веществ. Консультации с зависимыми людьми, истории их болезни показывает, в большинстве случаев все идет из детства, отмечает психолог Центра Муса Гудиев. Родители по незнанию или нежеланию зачастую подавляли своих детей, не обеспечивали должного внимания, что негативно впоследствии сказывается на проявлении себя как здоровой личности. Главное – это взаимодействие со своим ребенком. Вред, который наносят психоактивные вещества, они задействованы в 4 сферы. Первое – это биологическая, понятно, это все системы мозга, все системы организма. А вторая – это духовная, то есть понятно, что в какой-то момент для зависимого человека на первое место встает наркотик, да, заменяет даже религию, семью и любые другие ценности. Дальше это социальные. Понятное дело, что в какой-то момент все социальные связи обрываются, и человек уже остается один, можно сказать, с веществом. И четвертое – это психологическое, да, то есть человек уже постоянно находится в состоянии тревожном, депрессивном, постоянно одинок, постоянно чувствует, что он ненужный и так далее. То есть мы видим, что зависимость, она разрушает не только здоровье, она разрушает, в принципе, все сферы человеческой деятельности. Эти дети осознают значимость меры предосторожности. Они уже понимают, что любая связь с психоактивными веществами пагубно повлияет не только на того, кто имеет с ними дело напрямую, но и повлечет беду на окружающих. Мы очень часто затрагиваем эту тему на уроках биологии, химии. У нас часто проходят лекции с приглашением гостей. Наркотики – это самые опасные психоактивные вещества. Они, конечно, бывают разные, но все они даже в маленьких дозах очень опасны для нашего организма, потому что как только мы попробуем хоть маленькую дозу, сразу выявляется зависимость и уже не можешь остановиться. Очень сильно ухудшает твою физическую форму, то есть ты становишься слабее, ты не можешь делать какие-то определенные действия. И это все между собой взаимосвязано, и наркотики всегда были и будут нести огромнейший вред организму. Я занимаюсь спортом, стараюсь хорошо учиться, и никогда не буду прибегать к этому, потому что я понимаю, что это огромнейший вред для меня. В последнее время проблема с зависимостью помолодела. Если раньше эту напасть обсуждали в университетах, то сейчас говорят в школах и не только. Хава Шанхоева занимается организацией такого рода профилактических мероприятий регулярно. Результат после бесед и открытых уроков не заставляет себя долго ждать. Они положительно влияют на поведение и мировоззрение детей, отмечает она. Вот такие мероприятия, как правило, должны проводиться как можно чаще. К сожалению, несмотря на то, что есть очень много фильмов, очень много видеоматериала, билборды, такое количество реабилитационных центров, к сожалению, мы не справляемся с этой проблемой, можно сказать, потому что повсюду сейчас бок о бок уже люди сталкиваются с этим. О том, что с этой проблемой нужно бороться комплексно, говорит и статистика. Так, по официальным данным, в России зарегистрировано 6 миллионов зависимых от наркотиков человек. 20% от общего их числа – школьники в возрасте от 9 до 13 лет. 60% – молодые люди от 16 до 30, около 20% старше 30 лет. Внимание и чуткость родителей, выверенная профилактическая работа со стороны педагогов и осознанное поведение самих детей и подростков способны вместе обратить ситуацию в положительную сторону, уверены организаторы сегодняшнего мероприятия. Мадина Богатырева, Султан Магушков, Магаз 24.